Человек – продукт собственных мыслей. О чем он думает, тем он и становится. Махатма Ганди. Привет, друзья! Как думаете, может ли человек создавать собственную реальность по желанию при помощи одного лишь разума? Есть ли у нас для этого все необходимое? И если да, то что нам для этого нужно сделать? На эти вопросы нам поможет ответить доктор Джо Диспенза, хиропрактик, эксперт по нейрофизиологии, эпигенетике и квантовой физике. Человек, который на собственном опыте и в научной лаборатории смог объяснить и показать, как это работает. Все началось с гонки по триатлону в Калифорнии, когда 26-летний Джо был сбит фурой на перекрестке. Жестко приземлившись на копчик, он сломал 6 спинных позвонков. Стальные импланты, которые предложили хирурги, через несколько лет, возможно, позволили бы кое-как ходить, но превратили бы всю оставшуюся жизнь молодого парня в сущий ад. На то, чтобы принять решение, Джо дали 48 часов. Он поблагодарил врачей и отказался, сказав себе: «Сила, создавшая тело, исцелит его». И Джо начал создавать свой будущий мир заново, концентрируясь на образе здорового и счастливого себя по 2 часа утром и вечером. Через 9 месяцев Диспенза встал на ноги. Тогда он еще ничего не знал о нейронных связях, квантовых полях и вероятностях. Но пережитого оказалось достаточно, чтобы Джо решил посвятить исследованию возможностей мозга и сознания всю свою жизнь. И написал книги, которые впоследствии изменили судьбы миллионов. Старая причинно-следственная ньютоновская модель реальности утверждала, что человек никогда не сможет стать счастливым, не испытав счастья, не сможет почувствовать себя здоровым, не имея здоровья, а мысль и материя – это 2 большие разницы. Ее мир был раз и навсегда предопределен. Напротив, согласно современным представлениям и квантовой модели реальности, которую использует Джо, разум есть материя, и материя есть разум. В тот момент, когда вы чувствуете и представляете себя успешным, вы уже на пути к успеху. Когда вы чувствуете и представляете себя здоровым, вы уже запускаете процесс исцеления. Это кажется невероятным, но приходят первые результаты, и вы начинаете верить, что это действительно работает. Большинство из нас привыкли радоваться только тому, что можно потрогать, и уже реализовано. Мы отказываемся доверять самим себе и своим способностям к сотворению реальности, хотя занимаемся этим регулярно и чаще на негативной волне. Но достаточно выработать в себе способность к контролю над мышлением и эмоциями, и начнут происходить настоящие чудеса. Важно, если вы закроете глаза и сконцентрируетесь на картинке, прочувствовав воображаемый образ, то мозг не отличит его от реальности. Ранее, чтобы убедиться в этом, Джо провел любопытный эксперимент. Люди из одной контрольной группы в течение часа ежедневно нажимали на пружинный механизм одним и тем же пальцем. Люди из другой только представляли, что нажимают. В результате пальцы людей первой группы окрепли на 30%, а из второй – на 22%. Это был результат работы нейронных сетей, и он блестяще подтвердил главную идею метода – материализация событий начинается на квантовом уровне. Как утверждают психологи, характер формируется к 35 годам. Переводя на язык нейрофизиологов, к 35 годам большинство из нас на 95% биороботы, работающие под управлением ранее записанных бессознательных программ привычек и набора четко определенных инструкций, эмоций. Всякий раз, переживая какой-либо новый опыт, мы активируем в мозгу огромное количество новых нейронов. Чем ярче пережитый опыт, тем глубже он впечатывается в бессознательное. Мозг делает моментальный снимок события и загружает его в долговременную память нашего бортового компьютера. При повторении аналогичной или похожей ситуации активируются те же нейронные связи. Мы действуем в рамках прежнего опыта и испытываем ранее пережитые эмоциональные реакции. В свою очередь, повторяющиеся переживания, ситуации, мысли, чувства создают устойчивые синаптические связи, которые формируют нейронные сети. Проще говоря, все наше прошлое записано в нейросети мозга, которая формирует наше восприятие и мироощущение. Нам кажется, что наши реакции и эмоции спонтанны, но на самом деле они обусловлены устойчивыми нейронными связями и биохимией организма.
Наша фатальная ошибка в том, что мы ассоциируем свои эмоции и поведение со своей личностью. Мы говорим «я нервный», «я слабый», «я больной», «я несчастный» и верим, что проявленные личиной эмоции идентифицируют нас как личность. Эту уверенность мы подсознательно переносим в окружающий мир, стремясь снова и снова утвердить свое представление о себе при любом удобном случае. Вот почему самое сложное в изменении – научиться не принимать те же решения, которые руководили нами вчера. Если вы твердо решили измениться, то будьте готовы к тому, что даже в мелочах встретите активное сопротивление. Вы тут же почувствуете себя не в своей тарелке. Бессознательный ум немедленно возразит: «Ты делал это 20 лет, ты испытывал ощущение вины и стыда 20 лет, ты оставался неудачником 20 лет. Я учел твои пожелания, перестроил гормональный фон и поддерживаю сложившееся биохимическое равновесие. А теперь ты вдруг решил перестать жаловаться, обвинять, грустить или оправдываться?» В мозг направляется сообщение с пометкой «Срочно». Он привычно реагирует и, стремясь восстановить баланс, формирует деструктивные мысли. «У тебя ничего не получится», «Ты такой же, как твоя мать», «Ты слабак» и так далее. Стоит вам согласиться, как нейронная сеть немедленно отыграет ситуацию в пользу привычного для вас выбора. Вы смиритесь и вернетесь в родное болото. Под полный контроль старых бессознательных программ и привычек постарайтесь вести себя прилежно и переживать только знакомые, пусть и не всегда приятные эмоции. Вы займетесь привычным делом – борьбой за выживание. В течение дня в нашем мозгу рождается в среднем от 60 до 70 тысяч мыслей, и 90% из них ничем не отличаются от тех, что были вчера. Зная это, легко понять, почему, думая по старинке, мы получаем тот же выбор и тот же результат. Проще говоря, наша реальность, наши привычки, наши эмоции уже закреплены на уровне биохимии. Они контролируются мозгом, телом и подсознанием, а вероятность принятия осознанного решения составляет всего 5%. Тогда возникает логичный вопрос: можно ли вообще изменить ситуацию? Не только возможно, но и нужно, хотя и не просто, отвечает доктор Джо. Для этого придется успокоить ум, перестать руководствоваться эмоциями и перепрошить бессознательные программы. Нужно отделить себя от мыслей и понять, что «я» — это не мои мысли, а тот, кто их наблюдает. Для того, чтобы вырастить сад, потребуется сперва подготовить почву и удалить сорняки, разорвать старые, мешающие эволюции, синаптические связи и организовать вместо них новые. А сделать это поможет медитация и специальная тренировка. Там, где ваше внимание, там ваша энергия. Когда вы садитесь и закрываете глаза, вы отключаетесь от внешней среды, по крайней мере, визуально. И если вы надеваете наушники и слушаете тихую музыку, вы отключаете еще один внешний канал воздействия. Каждый раз, когда во время медитации тело попытается отвлечь вас по знакомым поводам, чтобы пробудить привычные эмоции и получить необходимую порцию нужных ему химических веществ, нужно тут же возвращать себя в состояние «здесь и сейчас». В этот момент вы вновь обретаете контроль над собой и даете телу и уму понять, что их власть над вами окончена. Теперь главный – это вы. Ваше намерение оказывается сильнее бессознательной программы. Положительный результат накапливается. В какой-то момент происходит качественное изменение, которое сопровождает моментальный выброс энергии. Вы освобождаетесь от тех эмоциональных блоков, которые удерживали вас в прошлом. И это не плод воображения и не мистика, поясняет Джо. Этот удивительный момент можно отследить, сканируя мозг доступными техническими средствами. Теперь мы понимаем, почему наш характер, привычки и нашу реальность, в конце концов, определяет конечный набор устойчивых нейронных связей. Но то, что раньше считалось неизменным, сегодня признано пластичным. Используя внимание, энергию и силу концентрации, мы можем осознанно менять структуру нейронной сети, ослабляя, укрепляя или разрывая нейронные связи. Мы способны создавать новую нейронную сеть, которая поможет нам воплотить новую, лучшую реальность. Но тут возникает закономерный вопрос: как научиться правильно перестраивать нейронные связи, если мозг пребывает во власти прошлого опыта, если внимание постоянно скачет с одного объекта на другой?
И вы будете абсолютно правы. Как и тело, мышление, память, а также внимание нуждаются в постоянном совершенствовании. Эффективный мозг, надежная память, внимание и способность к концентрации позволяют отделить ценную информацию от хлама и сфокусироваться на главном. Повысить эффективность работы мозга и развить нужные качества могут помочь игровые онлайн-тренажеры, разработанные ведущими нейрофизиологами МГУ в тандеме с экспертами онлайн-платформы Викиум. Программа тренировок рассчитывается индивидуально на основании вводного тестирования. Ежедневные занятия занимают до 15 минут, а оценить положительную динамику получится уже после нескольких недель регулярных занятий. Заниматься можно бесплатно, но с ограничениями. Полезно, увлекательно и не займет много времени. Возможности онлайн-платформы Викиум уже оценили более 3 миллионов постоянных пользователей. Для желающих попробовать оставлю ссылку в описании. Не останавливайтесь на достигнутом, не переставайте учиться, не отвыкайте удивляться, старайтесь каждый день узнавать что-то новое. Это развивает и тренирует ваш мозг, создает новые нейронные связи. И не забывайте о главном совете доктора Джо: чтобы существование превратилось в бытие, а вы в творческую и счастливую личность, придется подняться над привычной средой и над обстоятельствами, которые она диктует. Придется полностью отвыкнуть от старого себя. Что ж, друзья, на этом все. Спасибо за комментарии, лайки и репосты. Оставайтесь с нами. Впереди еще много интересных и удивительных фактов. До новых встреч!